Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Протесты в США против избрания Трампа президентом перерастают в массовые беспорядки. В Портленде тысячи протестующих вооружились булыжниками и атакуют полицию. Трамп считает, что студентов подстрекает пресса. Профессиональные демонстранты, подстрекаемые СМИ, выходят на протесты. Это совсем нечестно. Бой за Родину, бой за Сталина. Кыргызские коммунисты хотят поставить памятник Сталину в Бишкеке, рядом с существующим памятником Ленину. Они уже собирают подписи и деньги. Популярность Сталина в Кыргызстане сейчас высока, как никогда. Если был бы памятник Сталина, это было бы вообще еще круче. Было бы. Примерно каждая третья песня на радио должна быть на украинском. 50% радиоэфира теперь только на украинском. Украина ввела обязательные квоты для всех радиостанций. Эксперты считают, что десяткам популярных радио грозит неизбежное разорение. Если бы этот закон приняли на втором году независимости Украины, а на 25-м, это к психиатру нужно обратиться. Освобожденные пригороды Мосула оказались наводнены спрятавшимися смертниками из ИГИЛ. Они взрывают свои пояса при первой же возможности. Также игиловские боевики заставляют мобилизованных 9-летних мальчиков казнить пленных. И мы будем убивать, и никакая собака Путин не спасет вас. Протесты против избрания Дональда Трампа президентом США переросли в массовые беспорядки. В некоторых городах начались столкновения с полицией. Протестующие – это в основном студенты и школьники. Вы видите кадры из крупного американского города Портленд. 4000-я толпа вооружилась камнями, бутылками и бейсбольными битами. Они атаковали полицейских. Полиция Портленда сообщает на своей странице в Твиттере, что демонстранты устроили настоящий разгром в центре города. Разбиты сотни автомобилей и витрин. На призывы полицейских разойтись никакой реакции нет. В ответ полицейские применяют слезоточивый газ, перцовые баллончики и резиновые пули. Уже задержаны свыше 30 человек. Среди полицейских также много раненых. Из этих кадров очень хорошо видно, кто принимает участие в беспорядках. Это подростки, которые катаются в слезоточивом дыму на скейтах и с удовольствием делают селфи на фоне столкновений. Сам Дональд Трамп считает, что он одержал победу в честной борьбе, и подобную реакцию Трамп считает несправедливой. Только что прошли очень открытые и успешные президентские выборы. Теперь профессиональные демонстранты, подстрекаемые СМИ, выходят на протесты. Это совсем нечестно. Сейчас не только протестующие в Америке озадачены вопросом, кто такой Трамп и что от него ждать. Фактически весь мир находится под впечатлением от его неожиданной победы на выборах и также пытается ответить на вопрос «Who is Mr. Trump?». Многие ищут ответ в его биографии. Трамп родился в очень богатой семье. Его отец Фред сделал состояние на рынке нью-йоркской недвижимости. Дональд пошел по его стопам. Он брал у отца многомиллионные кредиты на развитие собственных проектов. Сейчас, по словам Трампа, его бизнес-империя стоит миллиарды долларов. Одним из первых громких проектов стало возведение небоскреба Трамп Тауэр на Манхэттене. Вскоре Трамп начал строить роскошные отели, казино и даже площадки для гольфа. В книгах «Искусство выживания» и «Искусство возвращения» он сформулировал свое деловое кредо. Первый шаг к успеху – ставить перед собой большие задачи. Я писал эту книгу как учебник по бизнесу, но в ней многое сказано обо мне как о человеке, о моих отношениях с людьми. Книга о бизнесе учит добиваться успеха, преодолевать трудности. Мне кажется, именно это интересует людей. Вы и сами это видите, глядя на то, что здесь происходит. Книги Трампа стали бестселлерами и принесли их автору широкую известность. Желтая пресса подробно освещала, как Трамп по очереди женился на 3 моделях. Сначала на Иване Зельничковой, потом на Марли Мейплс и, наконец, на своей нынешней супруге Мелании Кнафс. На свадьбах Трампа присутствовали многие голливудские знаменитости. Вскоре он и сам стал телезвездой. Участники его реалити-шоу «Кандидат» соревновались за право работать в одной из компаний Трампа. У меня нет фаворитов. Так я тебе и сказал. Вот умный нашелся. А я тоже умный.
вопрос. Однако не все, чего касалось рука Трампа, превращалось в золото. 3 его казино в Атлантик-Сити объявили о банкротстве в начале 90-х. В следующие 10 лет обанкротились еще 3 компании. Но каждый раз ему удавалось встать на ноги. В 2015 году Трамп объявляет о своих президентских амбициях и сразу же оказывается в центре внимания. Он предлагает радикальные решения проблемы нелегальной иммиграции из Мексики. Я построю огромную стену. Я лучше всех в мире строю стены. Уж поверьте мне, это будет недорого. И у нас будет огромная стена вдоль южной границы. Причем заплатит за нее Мексика. Запомните мои слова. Риторика Трампа в ходе избирательной кампании вызывает бурные протесты. Он говорит о мексиканских насильниках и наркоторговцах, обещает депортировать незарегистрированных иммигрантов и запретить им въезд в страну. Кроме того, Трамп предлагает закрыть въезд в США для мусульман в рамках борьбы с терроризмом. Позже ему пришлось отказаться от этой идеи. Однако самый большой скандал впереди. Газета «Вашингтон-Пост» публикует видео, на котором слышно, как Трамп говорит о женщинах. Меня автоматически привлекает красота. Я сразу начинаю целовать. Это как магнит. Сразу целовать. Не надо ничего ждать. Дальше он хвастается тем, что хватает женщин за промежность. На теледебатах Трамп попытался замять скандал. Это был мужской треп. Я им не горжусь. Однако несколько дней спустя сразу несколько женщин заявляют, что Трамп целовал их и прикасался к ним против их воли. Он обхватил меня руками, я попыталась его оттолкнуть. Трамп полностью отверг все подобные обвинения и пообещал подать в суд после выборов. В ходе кампании его резко критиковали за отказ обнародовать налоговые декларации. Кандидаты в президенты традиционно делают это с 80-х годов прошлого века. У оппонентов вызвали недоумение внешнеполитические пристрастия Трампа, в частности, его высказывания о Владимире Путине. Трамп допускал возможность военного альянса с Россией в борьбе с боевиками так называемого исламского государства. Я не знаком с Путиным. Он по-доброму обо мне отзывается, и будет хорошо, если мы поладим. Если Соединенные Штаты и Россия объединятся и будут вместе воевать с ИГИЛ, это будет хорошо. Трамп несколько раз заявлял, что результаты выборов будут сфальсифицированы в пользу Клинтон. Однако победа все же досталась ему. И теперь для Дональда Трампа наступил момент триумфа, избрания на высший пост самой сильной страны мира. Кыргызские коммунисты решили установить в Бишкеке памятник Сталину. Популярность вождя всех народов республики настолько высока, что многие жители готовы поддержать проект не только подписью, но и деньгами. С кыргызскими поклонниками Иосифа Сталина встретилась наш корреспондент Джибек Бегалиева. 7 ноября вот это наши цветы. Мы всегда собираемся. На день рождения Ленина. 1 мая, 7 ноября. Бронзового Ленина кыргызские коммунисты периодически отмывают, очищают от голубиного помета. Место встречи членов партии должно выглядеть ухоженным не только в праздники. Как солдаты собираются возле своего знамя, вот то же самое. Знамя для нас Ленин, вот этот памятник. Если был бы памятник Сталина, это было бы вообще еще круче было бы. Сбором денег на скульптуру еще одного советского вождя занимается в штабе коммунистов. Здесь же они готовятся к выборам в столичный парламент. Вас всего 3 сейчас? Да, в данный момент, да, потому что они по партийным этим. Партийного задания ждет и Глеб Ким. Оперный певец специально выкроил время между репетициями в театре и пока распевается прямо здесь. Бой за Родину, бой за Сталина. Вместе с товарищами Глеб сегодня будет раздавать агитационные листовки на улицах и рассказывать, почему в Бишкеке нужно установить памятник Иосифу Сталину и почему аресты и казни во времена его правления были, по его мнению, оправданными. Репрессии проводились против врагов народа. Враги народа были не просто какие-то образные, некие противники лично Сталина. Это были и диверсанты, это были затаившиеся кулаки. Это были просто обыкновенные уголовники. Это были дезертиры, в конце концов, и вражеские шпионы. С молодыми коммунистами большинство прохожих соглашаются, кивают головой, говорят, что увековечить память верховного главнокомандующего давно пора, и поставить ему памятник надо не где-нибудь, а в самом центре города. Ленина спрятали там, где его никто не видит, а его памятник надо на бульвар Дзержинского, чтобы все видели.
О том, что официально 137 человек были расстреляны и в советской Киргизии, почти никто не вспоминает. Заслуги вождя пролетариата, по мнению горожан, гораздо значимее. Есть, конечно, среди них, которые критикуют, значит, ты не знаешь историю, зачем ты это раздаешь, зачем вам это нужно. Есть те, которые очень много, которые поддерживают нас. Молодцы. Свои шансы пройти в городской законодательный орган коммунисты оценивают не очень высоко. Поэтому уже сейчас обещают, скульптура Сталина в Бишкеке все равно появится. Деньги на памятник добровольцы уже несут в штаб партии. Дюбек Бегалиева, Азат Антумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пожаловался на то, что он почти потерял сон. Сейчас он находится с визитом в Южной Корее, где и признался, что напряженная работа и постоянные перелеты повлияли на его ночной режим. Теперь он спит всего по 3-4 часа в сутки из-за разницы в часовых поясах. Это моя работа. Я не устаю от работы, от ответственности, которая на мне есть перед страной, перед народом. Но другое дело, выбивает из колеи часовые пояса. Конечно, устаешь, не высыпаешься. Я эти дни сплю 3-4 часа максимум. Мозги, когда постоянно работают, и тебе надо вести серьезные переговоры. Так что бодрость надо сохранять. Я всегда помню, что командир должен быть впереди на белом коне. Зато его подчиненные в лишнем сне себе не отказывают. Так, например, Аким, это мэр города Актобе, Ильяс Испанов, заснул прямо на рабочем совещании по развитию агропромышленного комплекса республики. Видео было опубликовано в Инстаграме. Но его пользователи не стали осуждать чиновника и даже ему посочувствовали. Человек так много работает на благо страны. Тревожные сообщения приходят из Афганистана. Талибы взорвали заминированный автомобиль у Генерального консульства Германии в городе Мазари-Шариф на севере страны. Есть жертвы и сотни раненых. Подробности в репортаже Рейтер. Начиненный взрывчаткой автомобиль протаранил стену, окружающую комплекс консульства Германии в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана. Как сообщил главный врач местного госпиталя, к ним доставили тела 4 погибших и 120 раненых. По словам представителя НАТО, зданию дипмиссии нанесен серьезный ущерб. Вслед за взрывом комплекс атаковали вооруженные боевики. Ответственность за нападение взяло на себя движение «Талибан». Его представитель заявил, что это была месть за авиаудар по деревне неподалеку от города Кундуза на прошлой неделе, в результате которого погибли более 30 человек. Поселение бомбил самолет ВВС США. После того, как там попали под обстрел афганские и американские военные, они проводили рейд против талибов. Как сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии, атаку на консульство удалось подавить через несколько часов силами местного и немецкого спецназа. Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал. Боевикам удалось скрыться, полиция арестовала всего одного подозреваемого. Афганские силы специального назначения продолжают операцию по поиску и задержанию виновных нападений. Германия сейчас возглавляет миссию «Решительная поддержка» на севере Афганистана. На базе в районе Мазари-Шарифа размещено 850 служащих из числа немецкого военного персонала. По словам министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, погибших на самом деле больше, чем сообщают мировые информационные агентства. На данный момент нам известно о 6 жертвах этого нападения. Наши мысли с теми, кто погиб или ранен. И раненым я желаю скорейшего выздоровления. Я бы хотел отдельно поблагодарить афганские спецслужбы и отряды из миссии НАТО, которые быстро пришли на помощь и сражались с чрезвычайной храбростью и высоким профессионализмом, несмотря на угрозу их жизни. Далее в программе. Освобожденные пригороды Мосула оказались наводнены спрятавшимися смертниками из ИГИЛ. Они взрывают свои пояса при первой же возможности. Также игиловские боевики заставляют мобилизованных 9-летних мальчиков казнить пленных. И мы будем убивать, и никакая собака Путин не спасет вас. Примерно каждая 3-я песня на радио должна быть на украинском. 50% радиоэфира теперь только на украинском. Украина ввела обязательные квоты для всех радиостанций. Эксперты считают, что десяткам популярных радио грозит неизбежное разорение. Если бы этот закон приняли на 2-м году независимости Украины, а на 25-м, это к психиатру нужно обратиться. Недавно освобожденные наступающей армией Ирака и курдским ополчением пригороды Мосула оказались наводнены спрятавшимися смертниками из ИГИЛ. И сейчас приходится фактически снова вести бои за эти города и поселки.
Вы видите повторные бои за город Башика неподалеку от Мосула, о полном освобождении которого коалиция сообщила в начале этой недели. На этих кадрах видно, что сегодня в Башике идут не менее ожесточенные бои, чем неделю назад. Курдским ополченцам приходится бульдозерами полностью сносить дома, в которых засели боевики с поясами смертников. Выходите, или я снесу дом бульдозером вместе с вами. Мы тебя не тронем, мы пешмерга, мы не убиваем никого. Выходи. 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 Я вылезаю. Не бойтесь, я не взорву себя, у меня нет пояса. Есть еще 3-4 человека внутри. Они ранены. Они живы, но не могут ходить. Вы сказали мне сдаться, и я сдался. Не бойся, мы тебя не тронем. Такие же тяжелые бои сейчас идут фактически на всех зачищенных, как считалось ранее, от боевиков ИГИЛ территориях, что сказывается на ходе наступления на сам Мосул, так как наступающим постоянно приходится снимать для повторных зачисток боевые подразделения с фронта. Из окрестностей Мосула также продолжает поступать информация о мобилизации всех мальчиков в возрасте от 9 лет в ряды ИГИЛ. Боевики используют детей для расправ над пленными. И ждите, пока мы придем к вам в ваши страны, и придем к вам в ваши дома, и мы будем убивать, и никакая собака Путин не спасет вас. По информации американского сайта Heavy.com, старшему мальчику из участвовавших в этой казни всего 12 лет, а его товарищам по 9 и 10. Все они недавно были мобилизованы террористами в детское подразделение «Тигрята Халифата». Из Мосула тем временем с каждым днем растет поток беженцев, которые пытаются убежать из-под перекрестного огня и спасти своих детей от мобилизации. В основном люди бегут в пустыню, где их находят наступающие передовые части иракской армии. Многие проводят в пустыне по несколько дней без воды и еды. Некоторые семьи убежали от обстрелов со стороны боевиков ИГИЛ. Они 3 дня живут в пустыне без воды, пищи или машин. Мы ждем грузовиков, которые отвезут нас в лагерь беженцев в безопасные районы. Над украинским радиоэфиром установлен жесткий контроль. Власти обязали местной радиостанции половину эфира наполнять вещанием только на украинском языке. Следить за выполнением указания будут с тщательным усердием. На всех радиостанциях установлены специальные контролирующие устройства, рассказывает Юлия Горичева. Это просто психология, ничего лишнего. Рідної мови на украинском радио слишком мало, посчитали власти и обязали ведущих половину своего эфирного времени в прайм-тайм говорить на национальном языке. Кроме того, теперь примерно каждая 3-я песня на радио должна быть на украинском. Украинский радиоэфир теперь под серьезным контролем. В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания пишут «все». Установили 32 магнитофона, для каждой станции отдельный. Записываем эфиры круглосуточно и мониторим круглосуточно. И потом с этим эфиром будут наши мониторы. Наши работники будут сидеть и считать количество песен. Например, если сыграли 100, 25 из них должны быть на украинском. Соблюдают ли закон радиоведущие, контролеры будут проверять с секундомером в руках. Берется эфир и... Берется эфир и засекается так. Эта реплика была 3 секунды, а эта реплика минуту на украинском языке. Сложная работа. Радиостанциям сложнее. Некоторым, чтобы не нарушить закон, пришлось менять формат. Самое святое для радио.
Директор станции Lounge FM говорит, раньше на этой волне песен вообще не было, только релакс-мелодии. Специфика жанра такая, что стандартная куплетная песенная форма, которая используется в хитовых песнях, в поп-музыке, она неприменима к такой музыке. Нам не было смысла ставить такую музыку, мы о другом жанре. Теперь в плейлисте около сотни песен на украинском, и те директор радио долго подбирал. Говорит, профессиональной музыки на украинском языке не так много, а музыкальный репертуар нужно часто обновлять, чтобы не надоедал. С разнообразием, считает, будут проблемы. Одно из главных моих опасений в том, что мы не сможем найти нужное количество музыки для быстрого обновления, и плейлист будет выгорать, я так это называю. То есть если музыканты будут писать музыку в достаточном количестве, чтобы мы могли ее ставить, а слушатели слушать и поддерживать станцию, то тогда, конечно же, все будет хорошо. Если вдруг у радиостанции возникнет проблема с поиском украиноязычной музыки, мы им поможем. Это митинг украинских артистов, тех из них, кто с квотами согласен. Считают, что песен на украинском достаточно и жалуются, что раньше в эфир пробиться было практически невозможно. Радиостанции предпочитали зарубежную попсу. Это разумно. Мне говорили, что моя песня слишком умная или слишком грустная. Почему мы отдаем нашего слушателя западным артистам, российским артистам? Крихетке бояться действительно нечего. Она поет и пела на украинском всегда. А вот певец Вадим Казаков, солист одесского рок-бенда «Чеширск», поет по-русски. Сейчас группа записывает новый альбом и мечтает попасть на радио. Мне действительно нравится многое из того, что у нас делается на украинском, это замечательно. Но черт возьми, я не хотел бы, чтобы меня заставляли делать что-то на украинском. Нужно писать на том языке, на каком ты думаешь. Такого же мнения и известный радиоведущий Матвей Конопольский. Он пообещал покинуть эфир, если ему будут указывать, на каком языке говорить. Его коллега Микола Вересень, наоборот, считает, эфиры нужно было сделать украинскими полностью. Если бы этот закон приняли на 2-м году независимости Украины, я бы еще понял. А на 25-м это к психиатру нужно обратиться, если они требуют всего 50% говорить на национальном языке. Те, у кого это не получится, пусть эмигрируют. С Россией у нас, с одной стороны, сейчас война, а с другой происходит какая-то культурная экспансия. Автор закона Виктория Сюмар не скрывает, что он больше про политику. Власти приучают любить свой язык. В рамках кампании в поддержку квот Сюмар организовала флешмоб. Призвала всех постить в соцсетях украинские песни. Музыкальный клип у себя на страничке разместил даже президент. Будут ли украинские радиостанции также охотно ставить песни в своих эфирах, как это делали пользователи соцсетей, неясно. Первые результаты проверки Надсовет представит через неделю. За несоблюдение квоты станции будут штрафовать. Юлия Гуричева, Александр Бевс и Евгений Педин. Настоящее время. Киев. Грузинские исполнители из музыкального проекта «Geofolk Tour» исполнили одну из самых известных казахских песен «Көзімнің қарасы». Свою версию этого произведения музыканты исполнили в грузинской манере. Получилось очень красиво. Как объяснили сами музыканты, они не ставили целью скопировать оригинал. Песня «Көзімнің қарасы» великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева исполнена в жанре грузинских лирических задушевных баллад времен старого Тбилиси. Казахстанские пользователи Фейсбука тут же предложили уже своим исполнителям спеть в ответ «Сулико». Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы благодарим вас за внимание и прощаемся до следующей недели. Всего доброго.